что на фоне падения, я бы сказал, или как духовного кризиса в целом в религиозной сфере и кадрового кризиса, данная постановка вопроса, она, конечно, чуть-чуть спорна, потому что если хватит ли, во-первых, у власти политической воли, ресурсов, допустим, для более жесткого контроля или вообще запрета, да, легальной деятельности таблиги джамат, и не создаст ли это вакуум, да, который быстро может заполниться более радикальными течениями, движениями, идеологиями, такими как, в первую очередь, салафитские джаматы, да, салафитская идеология. Это, конечно, волнует нас в первую очередь, потому что мы чувствуем, конечно, есть определенные такие вот вопросы, связанные с, как уже до этого выступление было у Владимира, о том, что унификации, да, списков запрещенных, да, организаций или критерий, да, вот, то это, конечно, у нас в Кыргызстане может привести к очень опасным, я бы сказал, последствиям, да, именно уходу в подполье, более быстрой радикализации, хотя она тоже идет, но быстрой радикализации молодежи, потому что сегодня молодежь, она как бы духовно так дезориентирована, нету доверия, не хватает доверия традиционного духовенства. И поэтому сейчас мы вот боимся, или как бы нас волнует вопрос о дальнейшей, я бы сказал бы, идеологической ориентации мусульманской молодежи в Кыргызстане, да? Вот. А за какими джаматами она пойдет, потому что до этого, значит, был Чувак Хаджи Джалилов, который воздействовал на определенные массы кыргызоязычного молодежи, кыргызоязычного населения. Сейчас это тоже вакуум, как бы, вот примерно через эту призму, как бы, я думаю, вот сейчас мы должны более так, очень осторожно подходить к этому вопросу. Не секрет, что есть участие и внешних факторов, то есть центров, многие джаматы, как вы знаете, кроме традиционного ислама, многие джаматы у нас имеют внешние центры управления. Соответственно, это вопрос уже о вообще в целом безопасности для страны. Да? Вот. А для того, чтобы что-то запрещать или что-то ограничивать, необходимо создавать альтернативу. Да? Такой альтернативы сегодня нет, потому что до сих пор у нас позиции традиционного духовенства и традиционного ислама очень слабы. Особенно в свете, как я уже сказал, последних событий вот, в муфтияте в целом. Поэтому, конечно, есть над чем подумать, но если вы будете задавать вопрос, конкретный вопрос, предметный вопрос, то я готов ответить. У нас предыдущие спикеры акцентировали внимание, что как раз в Киргизии очень высока активность зарубежных религиозных организаций, прежде всего из Пакистана и Турции. Вот в этом контексте, как вы оцениваете, да, в чем, в кавычках, конечно, в чем успех продвижения зарубежных организаций на территории Кыргызстана? Ну, в первую очередь, конечно, если мы рассматриваем вообще распространение, как призыв к исламу, как своеобразный идеологический рынок или рынок идей, то, естественно, на этом мы проигрываем, как традиционное духовенство, не имея достаточно ресурсов, в первую очередь материальных, технических, а также кадровых. Я имею в виду, что сам традиционный ислам, к сожалению, в Кыргызстане, он носит еще такой, я бы сказал бы, характер более как закрытый и ограничивается только ритуальной стороной. Да? Поэтому иногда некоторые шутят, называя муфтият бюро оказания ритуальных услуг. Да? Вот примерно так. Это раз. Второе, например, вот согласно современным ситуации в целом и вызовам, наше традиционное духовенство не может давать
должны ответы на новые вызовы. Да? Даже среди молодежи вопросы не только поклонения, но и другие социальные, даже где-то политические и так далее. То есть мы ограничены, естественно, законодательно, естественно, не имеем того уровня интеллектуалов, да, исламских в целом. Нету ичтихада. А я имею в виду, что просто некоторые вопросы, ответы на них переносятся из книг, ну, 14-13 веков, то есть это все называется слепое подражание, да, то есть последование, слепой таклид, то, что мы называем. Соответственно, как бы вот эта ниша, она в основном, как бы сказать, ниша именно больше традиционное духовенство занимается не просвещением, не просто призыву, да, или просвещением, а больше всего занято именно исполнением ритуально-обрядовых. А второй момент, то, что все другие течения или движения, джаматы, которые находятся на территории Кыргызстана, это кроме традиционного ислама, все остальные имеют, еще раз подчеркну, внешние центры управления, они, естественно, приходят с определенной материальной базой, технической базой, то есть финансированием хорошим. Естественно, используя новые методы и отвечая где-то на вопросы, если тем более эта организация уже запрещена у нас, как, к примеру, допустим, Хизбут Тахрир или другие радикальные течения, да, я имею в виду такфирического толка, ИГИЛ, там, Аль-Каида, ну, Джабхату Нусра, Джихад ва Таухид и так далее, то они отвечают на политические вопросы. Дело в том, что у нас очень политизировано, так сказать, население. В последнее время все меньше доверия к светским властям или, как сказать, к модели демократии или светскости государства. И поэтому на данные вопросы, очень щепетильные, отвечают, конечно, запрещенные организации. Да, вот. Естественно, они те организации, которые еще не запрещены, это салафиты, допустим, они имеют очень хорошую поддержку со стороны той же самой Саудовской, стран Персидского залива, да, которые предоставляют бесплатное обучение со всем пакетом полностью. Да. То есть, по сути дела, готовят кадры, можно сказать, будущие кадры, да, до уровня докторов наук по теологии, да, или там по другим наукам. То есть, конечно, со стороны Кыргызстана были попытки на примере, допустим, Булгарской академии организовать что-то у нас. Вот недавно заложили основы создания Исламской академии в Кыргызстане и так далее. Но насколько будет это достигнута, та цель, которая ставится, это большой вопрос, потому что спонсоры это все-таки также это страны Персидского залива. Мы все понимаем прекрасно, что существуют некие проекты, да, того же самого, допустим, салафизма при участии других стран, больших глобальных игроков, умеренного так называемого салафизма, другие проекты, да, связанные с неосманским проектом и так далее. Да, вот, то, конечно, вот здесь, как бы сказать, кто готовит кадры, тот, в принципе, будет управлять, да, влиять на ситуацию. И, к сожалению, у нас нет своей устоявшейся теологической национальной школы, я так бы сказал, в Кыргызстане, которая отвечала бы не просто интересам государства, а государственного строительства, общества, а именно примирение, я бы сказал бы, светской модели ценностей с религиозной, легитимизации, допустим, национального государства в рамках ислама. То есть вот на вот эти насущные вопросы или как бы концептуальные вопросы пока что ответить некому, да, и, естественно, будущее, как бы оно, так можно сказать, в будущем мы можем столкнуться с очень такими серьезными идеологическими уже вызовами, да, в целом. Вот. А другое дело, конечно, мы учитываем то, что Кыргызстан как субъект, допустим, он должен иметь свою внутреннюю политику, исходя из своих национальных интересов, даже в рамках ОДКБ, Евразийского союза, ШОС и так далее, с учетом нашей специфики, я имею в виду тех, может быть, свобод или той модели, которая сейчас выстраивается или была выстроена. Да, вот. То есть здесь поэтому, конечно, политики не сразу идут и как бы
учитывает, можно сказать, где-то и местную специфику, политическую модель, не входя в сравнение, допустим, с соседями нашими, там, с Узбекистаном, Таджикистаном или с Казахстаном, да, и так далее. То есть вот примерно такая ситуация в целом складывается. Страны и так далее, которые могут раскачать данный запрет, ситуацию и так далее в том русле, в котором нужно. До этого, лет, наверное, 10 назад вопрос поднимался тоже. И мы предлагали, что действительно запрет даже тогда был очень, как бы сказать, сколько нелогичен, да? Что попробовать, может быть, контролировать, попробовать отсечь, попробовать создать, усилить альтернативу там, Лиги Джамаат путем усиления традиционных институтов духовенства, да, проведения реформ там, и так далее. То есть эти меры какие-то начинались, да, но это все не закончилось, и это все привело ни к чему, да, не привело. Поэтому, конечно, этот вопрос, он очень актуален, и мне кажется, навряд ли в Кыргызстане даже под внешним давлением пойдут на риск, потому что это риск уже потери власти, а непосредственно правящими элитами. Насколько это и как выходить из этой ситуации. Другое дело, что мы понимаем и следим за ситуацией в том плане, что за длительный период Таблиги Джамаат, конечно, он трансформировался. Именно трансформируется идеологическая составляющая, то есть акида, да, называют. Вот. Если раньше как-то было это незаметно, но вот в последнее время чуть-чуть появились такие сигналы о том, что некоторые адепты, так называемые руководители, шейхи или важные лица в Таблиги Джамаат не совсем проповедуют то вероучение традиционное, которое присутствует у нас. То есть, по сути дела, это под прикрытием тахавия, акида тахавия преподается, по сути дела, салафитское вероучение. Поэтому здесь вопрос, он очень актуальный, острый, но, честно говоря, я вам скажу так, что вопрос казнить нельзя, помиловать, куда ставить запятую, это очень сложный вопрос ввиду тех, я бы сказал, условий, в которых мы сегодня находимся. Это и политические, и экономические, и так далее составляющие. Да? Поэтому здесь, мне кажется, выход необходимо искать более мягче, да, нежели чем просто запрет. Потому что если идет в подполье, учитывая слабость репрессивного аппарата в Кыргызстане и так далее, это все может обернуться очень резким скачком радикализации. Да? Вот. Поэтому мы пока не можем даже ответить, как, что делать в будущем, да, в целом. Другое дело, что только, наверное, может быть через усиление альтернативы, как усиление традиционного ислама, да, ханафитского направления, акида матуридии, суфийских практик, допустим, да, вот, только через это, мне кажется, так. То есть развитие интеллектуального традиционного ислама. Вы знаете, вот будучи муфтием, заместителем, извиняюсь, муфтия Кыргызстана, мы начали выстраивать, то есть усилять сотрудничество именно в рамках стран СНГ, а именно с ареалом ханафитского влияния, да? То есть это Республика Татарстан, Республика Северного Кавказа, Москва, допустим, потом, в первую очередь, конечно, приоритет нашим соседям Узбекистан, Казахстан и так далее, Таджикистан. Но, мне кажется, это все имеет больше такой протокольный характер, к сожалению. И такого тесного, постоянного взаимодействия, сотрудничества мы пока не видим. Хотя со всех сторон, как бы с обеих сторон поднимается вопрос актуальности, попытки, может быть, пандемия помешала, но в целом нас очень, я бы сказал, волнует и как бы интересует опыт Узбекистана, так как так сложилось, что исторически все центры ханафизма, акида матуридия, да, и так далее находятся на территории Республики Узбекистан, Бухара, Самарканд. У них есть очень хороший опыт по созданию центров, академий, университетов и так далее. Да? То есть именно, мне кажется, на таком региональном уровне мы хотели бы поднять все вместе вопрос, и это также чувствуем тоже такую потребность
со всех республик Центральной Азии о создании так называемой единой, пусть у каждой национальности было, но единого какого-то поля такого, да, где бы мы действовали в одной стратегии, с разным подходом, но в одной стратегии, а именно в цели развития традиционного ислама, интеллектуального ислама на основе ханафизма, да, с учетом наших культур, но с учетом также современных реалий и требований наших национальных государств, то есть повестки дня, да, в этом плане. Потому что без иджтихада сегодня обновление, без перегрузки невозможно работать, невозможно доносить до населения, да, до молодежи. Потому что надо менять язык архаизма. Обычно на проповедях наших традиционных имамов, да, затрагивается тем, только, как я уже говорил, обрядной стороны ислама. Нету ответов или нету иджтихада с учетом тех процессов политических, социальных среди молодежи. Да? То есть здесь необходима перезагрузка и выстраивание, вот, я бы сказал бы, таких вот, я бы сказал бы, иджтихада, или институтов, или механизмов иджтихада в рамках ханафитского мазхаба, да, с учетом требований или повестки дня своих сообществ. То есть есть спрос среди населения, да, среди молодежи, но предложение мы не можем дать то предложение, которое есть, на которое есть спрос. Это предложение дают, как говорится, вот эти вот некоторые секты, запрещенные организации, да, деструктивные и так далее, которые отвечают не только на вопросы, как читать намаз, но отвечают на вопросы, допустим, как относиться к шведскому государству, конституции и так далее, да, естественно, в радикальной интерпретации, да. То есть еще раз хочу подчеркнуть, что в будущем для развития, построения, как бы, развития национального государства, national state, все равно нужна так называемая легитимизация где-то в рамках ислама, да, по крайней мере, или создание гармоничных отношений между светской системой ценностей и религиозной. Да? То есть это очень востребовано, но, к сожалению, не всегда наши элиты политически понимают это, не всегда наше духовенство готово и понимает это. Да? То есть здесь мы говорим о очень глубоких реформах, по сути, да? Но без интеграции, без общей позиции мы можем потерять наше национальное государство. Спасибо. Ну, по результатам, наверное, вот проведенного круглого стола, мне кажется, очень было интересно и очень важно, наверное, услышать друг друга, услышать мнение, информацию, да, доклады очень интересные были. И здесь, конечно, мне кажется, экспертная среда, представители духовенства вместе должны как бы искать разумные решения в, как сказать, снижении, по крайней мере, процесса радикализации, с учетом, конечно, своих национальной специфики. И мне кажется, в целом очень-очень хорошо, на очень таком высоком уровне прошел круглый стол. Очень интересно было. Дискуссия. Вот, ну, если вкратце так вот. Хорошо. Большое спасибо. Спасибо. Надеюсь на будущее сотрудничество. Будем вас приглашать. Спасибо.